Ухте на базе Дома молодежи стартовали бесплатные курсы первой доврачебной помощи. Всех желающих старше 16 лет волонтеры-медики обучат навыкам, которые помогут правильно и оперативно действовать в чрезвычайных ситуациях и без преувеличения спасать жизни. Подробности у Виктории Науменко. Не паниковать и помнить четкий порядок простых действий – это главные требования к свидетелям несчастного случая для его благополучного исхода. По статистике, при ЧП, которые заканчиваются трагедиями, только 20% жертв получают травмы, несовместимые с жизнью. Остальные 80% погибают в результате несвоевременно или неправильно оказанной первой помощи. Поэтому навыки, которым совершенно бесплатно обучают волонтеры-медики всех желающих, действительно жизненно важные. Измеряем длину шины по здоровой руке и прикладываем в том положении, фиксируем, в котором находится рука. Записаться на курсы могут все желающие старше 16 лет. Особенно актуальны они для тех, кто работает в местах массового скопления людей, сотрудникам культурных и досуговых учреждений, продавцам магазинов. Так сотрудница Дома молодежи Рианна Вижова без раздумий записалась на курсы после недавнего личного опыта. Относительно недавно мое неосторожное открытие банки консервной привело к тому, что моему мужу накладывали 4 шва. И тогда я поняла, что я в панике, не знаю, что делать. И такие курсы как раз-таки помогают сконцентрироваться, собраться, в первую очередь оказать медицинскую помощь, ехать в травмпункт, например, порядок действий нужно. Курсы проходят ежедневно по 4 часа в течение недели. В программе лекции и практические занятия от преподавателей медицинского колледжа и медиков скорой помощи. Так что вся информация от самых опытных проверенных экспертов. Кстати, подобные курсы при Ухтинском медколледже уже проводили. И полученные навыки их выпускники успешно применяли на опыте. Вот у нас один волонтер был, да, он уже оказал пострадавшему помощь, сердечную реанимацию оказал человеку, да, и передал бригаде медицинской. Вот. Ну, дальнейшая судьба у человека неизвестна, да, но главное, что вот он, часть, которую вот он обучился, да, которой мы его научили, он успешно ее выполнил. Насколько качественно слушатели усвоили знания, в этот раз проверят в ходе итоговой аттестации. Каждому успешно прошедшему ее выдадут сертификат участника. Право работать в медицинской сфере и преимуществ при поступлении в учебные заведения медицинского профиля он не даст. Но при поступлении на любую должность, предполагающую работу с людьми, будет преимуществом. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.